Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой воинский долг. Соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть. Рамзан Кадыров принял участие в торжественном приеме по случаю Дня Героев Отечества, который прошел в Москве. Контроль работ. Глава региона проинспектировал строительные площадки Гудермеса. Какие изменения ждут город, узнаем в репортаже Рамзана Абуева. Поддерживать не только порядок и безопасность, но и заботиться о здоровье граждан. Росгвардейцы приняли участие во всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу». Рамзан Кадыров принял участие в торжественной церемонии вручения золотых звезд Героям России, приуроченной ко Дню Героев Отечества. В Георгиевском зале Кремля собралось около 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм во благо нашей отчизны. Как прошло награждение, на какие вопросы ответил глава региона после официальной части, в репортаже моей коллеги Лейлы Муртазовой. В Кремле состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня Героев Отечества. В зале собрались высокопоставленные чиновники, а также представители силовой части России. Рамзан Кадыров вместе с офицерским составом региона, имеющий данный статус, принял участие в мероприятии. Владимир Путин поздравил всех присутствующих со знаменательной датой и отметил благородный труд защитников Отечества. Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаем дань уважения всем нашим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего. Своим трудом, делом, ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу. Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость нашего государства. Наше право, отстаивал наше право самостоятельно определять свою судьбу. И здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуем нерушимость многовековых традиций воинской доблести. Имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, героев Советского Союза, героев Российской Федерации навечно вписаны в летопись побед и свершений нашей страны. В ходе знаменательного события прошла церемония награждения, где глава государства присвоил наивысшее звание Герой России отличившимся сотрудникам в зоне проведения специальной военной операции. После официальной части федеральные журналисты не упустили возможности задать актуальные вопросы Рамзану Кадырову. Конечно, многим стало интересно, какие прогнозы сделает политик про специальную военную операцию. До конца года или еще чуть-чуть? Еще чуть-чуть. До конца года добьем и потом наведем порядок. Спасибо большое. А по Сирии что-то известно? Что там с нашими ребятами? По Сирии, как мы видим, переворот, войска объединенные делали свое дело. Асад не справился. Я думаю, что сегодняшние силы, которые объединились, с ним надо вести переговоры, с ним вести диалог и устраивать мирную жизнь. Не вечно же вести борьбу там. Если за ним стоят враги наши, то дальше надо вести борьбу там. А я думаю, что они очень лояльны к России, и они будут поддерживать с нами отношения и станут союзными государствами. Решающий голос по урегулированию конфликта будет только за президентом России, подчеркнул руководитель субъекта. Иные страны могут изменить свое поведение. Ничего более, отмечает Рамзан Кадыров. Что думаете о словах Трампа про мирное урегулирование по Украине? Я про мирное урегулирование
никак не соглашусь. Я соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть. Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которые отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точка ставить может только наш президент. Остальное все болтология. Я за то, чтобы уничтожить этих всех шайтанов, забрать территорию, которая обезопасит нашу страну. Только тогда сказать слово. Глава региона еще раз уже другому телеканалу прокомментировал и заявление вновь избранного президента США, что якобы тот прекратит боевые действия на территории Украины очень быстро. Теперь ему остается только сдержать слово. В ином случае ему следует не ассоциировать себя с мужчиной. Тем более ему на Западе есть с кого брать пример. Если сказал, дал слово всему миру, то если он мужчина, то он должен держать слово. Если он не мужчина, пусть как и другие оденет юбку там или будет ходить там. Но он сказал, что он остановит войну, хотя он не у него в руках остановит, но у него ресурсы есть. Если он свои ресурсы использует, то наш президент может закончить войну. России придется идти на уступки? Россия не должна идти на уступки. Россия должна отстаивать полностью свои интересы. Интересы безопасности нашего государства, народа и целостности. Различные телеканалы и издания старались взять эксклюзивный комментарий к разным актуальным событиям. Снова и снова интересовались его отношением к событиям в Сирии. У лидера чеченского народа есть свое мнение на эту ситуацию. Я думаю, что они не позволят. У них мощь, сила. Если мы будем вместе, то абсолютно у них ничего не получится. Но это реальная сила сейчас. Асад ничего не делал. Он хотел через руки России, он все делал. Так у них много войск было, деньги были, все было там. Ничего для народа не делалось, ни помощь, ни восстановление. Я против политики Асада. Сейчас пришел человек, который реально поддерживающий население. С ним, я считаю, Россия должна союзничать. И я думаю, что это будет правильно. Почет и уважение к героям, к их подвигам, которые в самый ответственный промежуток современной истории внесли свой посильный вклад в защиту своего Отечества. Их чествование имеет большое значение для общества и для будущих поколений, которым нужно брать с них пример, рассказал руководитель субъекта одному из международных каналов. Тех людей, которые готовы были отдать свои жизни ради других, ради мира, стабильности, ради народа, рисковали собой, не жалея себя, проявляли геройство. Это достойно президента. Он уделяет внимание тем людям, которые рисковали собой, проявляли героизм. И им это нравится, что президент уделяет такое внимание. Сегодня есть место, где можно проявить героизм и уничтожить сатанизм. Это мы и будем делать. Аналогичный вопрос интересовал и наших федеральных коллег. Рамзан Кадыров с присущей ему прямотой был открыт для всех СМИ. Героев надо чтить, чтобы ставить пример для других, чтобы знали, что такое героизм. И сегодня президент показывает пример для других, что герой — это не просто слово, что они уважаемые, почитаемые люди, что с ними считаются, уважают, подвиги не забыть, героизм не забыть. Поэтому сегодня нам нужны герои, которые будут проявлять на СВО. У нас и проявляют героев. Сегодня мы увидели награждение звездами героями. Я уверен, что вот это будет еще раз дополнительный стимул для наших молодежи. Когда мне вручили звезду, то героя, то я так не ощущал, что это такое. И потом осознавал, начал меняться, и начал стать примером для других. Командование стал
другим человеком. Поэтому это пример для всех. Глава субъекта пользовался особой популярностью. После официальной части появилось много желающих сделать совместную фотографию, просто пообщаться или выразить свое уважение. Стоит отметить, что в регионе 24 героев России. Одни из первых и самых известных во всем мире первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи и Рамзан Ахматович Кадыровы, которые смогли победить международный терроризм и привели целый этнос к миру и созиданию. Воодушевленные героями народа с началом специальной военной операции в самых горячих точках самоотверженно борются против нацистов более 50 тысяч бойцов из субъекта, которые продолжают защищать рубежи Родины и служат примером мужества и преданности. Лейла Муртазова, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Рамзан Кадыров с инспекцией посетил несколько строительных площадок Гудермеса. Он предметно ознакомился с текущим этапом работы на объектах. Все комплексы отличаются современным дизайном и функциональной планировкой. Архитектурные решения призваны не только обеспечить комфортное проживание, но и гармонично вписаться в городской ландшафт. Как оценил ход строительства глава региона в сюжете Рамзана Абуева? Многофункциональный жилой комплекс «Кристалл», состоящий из 5 16-этажных домов с более чем 1600 квартирами, представляет собой воплощение современного стиля. Он расположен в одном из наиболее перспективных районов Гудермеса, обеспечивая будущим жителям удобный доступ ко всем ключевым социальным объектам. Здесь в настоящее время ведутся железобетонные и монолитные работы. С этой стройплощадки началась инспекция Рамзана Кадырова. Yavaş kalıyor böyle bir şey yok da çoğu da gerçekten çok hızlı geçiyor. Yalanlanıyor. Yoğuyor. Ayo. Çok hızlı geçiyor şu. Doğru ayırıyor ne var? Bir şey yok. İşte ayırıyor. Abi yarışmalar. Сейчас стоящие. Bir de işte diyor. Ya böyle çok fark var şu. Aklı halk rüşeni bayılıyor. O diye atışına başladı. İşte arvoş patiyom işte ayırıyor ve alıp alıyor. وإذا يوم عائلة كمية الله بيتها بوها بوها تيجي طلعوا تعشيق دم دوا ويشتغل دلنا معهم نفهم أصلا حبابة حبونا Долго дом долин? Dolin. Hırsan kompleksi hokrensen o yok ahıyor. Kette oluyor. Siyasi hani da bir Fark En çok kahralı. Kere sok sabda maç. Surt dilu. Всего мы там хотим. Orş şite 86 kvartiriyor. İza işte kompleks yok ahıyor. Sats dom doy. Havuzun yok kompleksi iza pabrazda. Ağız yok ahıyor. Sveç kortlu şey dom sani san kortluyor işte. Na 1600 gel kvartiriyor. O dia since ve düç doldum. Ardo. Mevcut yok kahve beş bol bol. Elektrik bölçkü mayo. Mesela dikvosay. Siz dom açtı siz asıl videosu. İşte dom. Çünkü şolong yok kahve. Dolina on Первые этажи будут отведены для коммерческих помещений, что позволит создать дополнительные рабочие места. Также предусмотрено около 300 парковочных мест для автомобилей. Все работы выполняются в соответствии с установленными сроками и стандартами качества. Da еще плюс кладкаю даюлин, да одновременно кураж то дах долин, да лекарник второй объект, у тебя из тоже был, да техники здесь, материал здесь, обеспечить сама финансирование муссама, что дик да бьют что вот, пока хида дальнейший ищет бабиза шпор белых шока. Гудермесский муниципалитет самый густонаселенный. За последние 2 года здесь реализовано 36 инвестпроектов, создано более 200 рабочих мест. За 2024 введено порядка 190 тысяч квадратных метров жилья. О том, что еще делается для улучшения качества жизни горожан, Рамзан Кадыров ознакомился через презентационный видеоролик, в котором в 3D-формате показаны все строящиеся объекты. В центре города запланированы мероприятия для улучшения привлекательности города. С привлечением инвесторов начато строительство 16-этажного многоквартирного комплекса на 954 квартиры и строительство 9-этажного многоквартирного комплекса общей площадью 23 тысячи квадратных метров. После глава республики осмотрел жилой комплекс «Эдем» – 9-этажный дом на 136 квартир в Г-образной форме. Его строительство близится к завершению. Специалисты заняты внешней отделкой. Рамзан Кадыров внес свои коррективы и предложил рассмотреть для облицовки кирпич местных производителей, так как он более качественный и демократичный по цене.
Ja, jag såg det. Jag kollade ner. Jo, det är det. Så Europa. Jo, det. De har خدمة med det var ett tvätt så här. Det var ja, jag såg det. Sen قادوا من حياته ودلش او جوزني بهاي ناس مجد. Ja, det var en bas så. Vem förresten. Så حاجات بس. Och en arkeare så shit så där. Vision. هو شوط خدمة. Så jag då tages. Ja, det är ju. Och så det ju tjän nämsa valen tjän. Сетвол, сейчас вот завод, завод я не знаю. Что называется? Момент, я крушен что не Олова. крушен, قال له تعال وش ايش يقدم واحد ممكن سنتر يولد يولد خاطر انه يصير ورك وحش يقول كرو وش دي ده ديفيد تاني شو قاعد صح ديفيد جو شايف خسارة يقدم واحد ونكت. Также осмотрели ЖК «Орион» на 80 квартир. В данный момент специалисты заняты армированием 8-го этажа. В непосредственной близости от комплекса расположены школы, детские сады, магазины, медучреждения и развлекательные центры. Здесь также обсудили строительство нового реабилитационного центра. البوم هون ساعات غاريش لا العيا هتقدر وتاح انه طيب نير وساعات منسترو باك الاكسبيرتس بوش منسترو كلها اشتهر ما بيني كوك مثلا ساكلاستر قدر ميستري وانا ايش عم خير دوش غرز كويس ده دوش ساعات فيش كارير بوش ايش ساعات هذا ولا شو مدرر رياب سنتر رياب سنتر ايش لا اسمه وزينك كوارتن لتشيني يزل بيرنا إذا إيش يوم أكو بارك ثاني سياحة حرايا إيش سيدني إيش سيدين سيلة إيش تعورت مقدري مقدرون سياحة أنا يخلون دولي هذا حالا أوقات روزين دول بس Bon, ben je me le regarde que je suis chaud ici هاي la regarde que tout proche en arbre la bonne république centrale du Chinabo c'est là ça fait si là c'est le convention là Все комплексы отличаются современным дизайном и функциональной планировкой. Архитектурные решения, применяемые в этих проектах, направлены не только на обеспечение комфортного проживания, но и на гармоничное вписывание в городской ландшафт. Все строительные мероприятия направлены на модернизацию инфраструктуры и архитектурного облика второго по величине города-региона. Они улучшат качество и условия жизни населения Гудермеса. Рамзан Абуев, Сайд Али Ампукаев, при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском спортхолле «Колизей» прошел грандиозный вечер профессионального бокса. Международный турнир, организованный промоутерской компанией «Ахмат Боксинг Промоушенс», посетил Рамзан Кадыров вместе с известным российским блогером Гусейном Гасановым, а также внуками первого президента Чеченской Республики и официальными лицами. Зрители наблюдали за зрелищными боями на ринге. Настоящим украшением вечера стал главный поединок турнира в полутяжелом весе между представителем клуба «Ахмат» Имамом Хатаевым и кубинцем-юниором Менендесом. Уже в третьем раунде чеченский боксер нокаутировал не знавшего до этого поражения кубинца. Это 9-я победа из 9 для Хатаева. Также стоит отметить и завоевание 2 поясов WBA Азия Ист Идрисом Адалаевым и Мехди Абдурашедовым. Глава региона поблагодарил за отличную подготовку спортсменов и турнира президента Федерации бокса субъекта Али Кадырова и тренерский штаб. Ассаламу алейкум! Ашвала лерме пача. Дерес улилум дал ашвала айкум яшол нимани яшол поддержк мусу аву унгала кастек окаха хайглат خلدت مصر أسلوش ويوشو ويتخيش المودجة مساجة دعا لأرسم سبورت يعرج أوقات حاج أولمبيسكي إجرشكا من شامبيونات ميريا مصنع وقال لفر ريزولتات شيء حوش تحية قال إيران خان عمايا قال
Эти семьи обрели кров, о котором мечтали. Ключи от новых домов с полной обстановкой вручили 3 семьям в рамках акции, объявленной Айшат Кадыровой в августе текущего года. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. Помощь нуждающимся оказывается как в республике, так и жителям других регионов России. Турпал Лалита Айсумова о счастливых новоселах. Этот дом до недавнего времени был местом проживания Малики Дакуевой и ее семьи. Отчаявшись, женщина написала в социальную сеть заместителя председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадыровой. Ранее вице-премьер объявила, что курирует работу нескольких министерств и комитетов. И люди могут писать ей обо всех замечаниях и проблемах по этим направлениям. Обращение Малики из Грозного было проанализировано и выполнено в кратчайшие сроки. Меньше чем через 3 месяца прекрасный современный дом с 2 спальнями, просторным холлом, кухней и ванной комнатой полностью обставлены мебелью, бытовой техникой и переданы в их распоряжение. Мать 3 детей до сих пор не верит своему счастью. августе 26-го 8 ноября молда я шудях картха таган хокса юрту махку дерес хилбосу айшатна дерес хилцу айшатна хусам тун яйтерна тундол дерна тунч охазахит хусам трендал хайлерна табахан хуяхтан айшата тун година дерес хилцу лезандел دل شيء يا أخي تو مالدي نجا هينسا يوه شجادو بيلي شو متكيو يا أمي متكيو أدم شو ده إتا متكيو. В ее жизни самая главная проблема осталась позади. Можно заняться другими делами, приглашать гостей, спокойно отдыхать по вечерам и не беспокоиться о жаре и холоде на улице. Комфортно будет круглый год. Отныне, когда все сложности позади, семье Дакуевых остается только радоваться и беречь домашний очаг, который теперь стал по-настоящему теплым. Подобная история и у Берланд Шабихановой. Ее семья проживает в селе Старые Атаги. Новоселье они отметили с большой радостью. По словам обладательницы прекрасного просторного дома, было сложно поверить, что спустя каких-то 3 месяца после начала строительства они смогут уже заехать в него и обустроиться до начала зимних холодов. Не позвонила, а по WhatsApp написала. И мне сразу же ответили, какой у вас вопрос, какое обращение. Я написала, что вот, жизненная ситуация такая, что сын живет у одних людей, я живу у других, жить нам пока негде. Ну и уже на 2-й или на 3-й день ко мне уже приехали. Приехали и сказали, что будут строить дом. И мне этот дом сделали так, что никому другому вот такого дома, как мне сказал этот прораб, такого мы еще не делали. Лично для меня это большой подарок, подарок на всю жизнь. Айшат Рамзановна, от всей души, от всех моих родственников, от всех моих сельчан, которые очень обрадовались, что мне построили такой дом. Соседи приходили, плакали, настолько было восхищение от всех, от нас. Дохнаг, баркал, аля, сунайшатин. А еще помощь от Айшат Рамзановны при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказана семье Домбаевых. Их 5 человек. Раньше они были вынуждены жить в съемной квартире, а купить собственное жилье не было денежных средств. Но после того, как Заира обратилась со своей проблемой к заместителю председателя правительства субъекта, вопрос был решен мгновенно. Теперь у них есть свой кров над головой, с обстановкой и всеми удобствами. Кадырова Айшат обратиться через WhatsApp اشتقاء بيرتاني نايخ شو 10 كوارتير سناتيش 10 سؤال كوارتير خريات صرتي سونيال سوق إكرات سديلر سوق تليفون تواخنشت ال سو صندوق دي سيخ وبروس ريشيتا دي الريس خليل دال ساعدو سنسوميالي لاشتيك. Многие из тех, кто обратился за помощью к вице-премьеру правительства, получили ответ на свои просьбы в виде исполненных желаний. Новые дорожные покрытия в селах, финансовые средства на лечение близких людей из разных семей. Данная акция от Айшат Кадыровой стартовала 5 августа текущего года и успешно продолжается по сей день с такими благими результатами. Люди, которым оказывается помощь в сложных жизненных ситуациях, получают все необходимое в кратчайшие сроки. Содействие нуждающимся оказывается как в субъекте, так и жителям других регионов России. Попросить поддержку с решением непростых задач можно по указанному на экране номеру телефона. Турпал Лалита Айсумов, Сайтамин Мусаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика.
Известные всем с детства строки Александра Пушкина, лаконичные декорации, необычная хореография и музыка собираются вместе в яркий сплав. Благодаря режиссеру зрители попадают в сказочный мир великого поэта, где добро всегда побеждает зло. В Театре юного зрителя прошел показ спектакля «Сказка о мертвой царевне из 7 богатыря», на которой побывала и вице-премьер Айшат Кадырова с сестрами Ашура и Эсиат. Медина Мударова продолжит. Посмотреть спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина пришло множество гостей. Среди них вице-премьер Чеченской Республики Айшат Кадырова в компании с сестрами Ашура и Эсиат. Постановка началась с завораживающей сцены, погрузилась в густую дымку тумана. Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях. Это история о добре и зле, о том, как человек сам создает свою судьбу. Спектакль сопровождался игрой теней и использованием планшетных кукол. В центре сюжета зеркало, которое рассказывает историю о том, что происходит в мире. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи». С этими словами злая царица обращается к волшебному зеркалу. Я и на свете всех милее, всех румянее и белее. Но диалогами спектакль не ограничивался. Его дополнили музыкальными выступлениями. Мелодии, соответствующие настроению каждой сцены, создавали в зале особую атмосферу. На каждую историю можно взглянуть по-разному, под разным углом. Поэтому необычно, конечно, немножко, что в кукольной постановке такой спектакль, такое произведение мы инсценировали. И для нас этот показ был особенным. Почему? Потому что сегодня была особенная публика, особенные зрители были на сегодняшнем нашем показе. И, в принципе, реакция именно такая, которую мы ожидали. Почему? Потому что спектакль, он больше заставляет задуматься. То есть он по-своему уникален тем, что его могут смотреть и дети, и подростки, и их родители. Восторгу юных зрителей не было предела. Они поделились впечатлениями, а некоторые пересказали любимые сцены. Мне очень понравилось. Куклы были красивыми, и еще декорации были, и еще к слову, как в сказке было. Спектакль порадовал как детей, так и взрослых. Они отметили современный подход к трактовке классической сказки, а также профессионализм актеров. Мы все плакали, смеялись. Это было очень красочно, это было очень красиво. И ждем следующего. Хочется выразить огромную благодарность Айшат Кадыровой за вот эту возможность, за то, что она делает все зависящее от себя, и не только для наших детей, для нашего народа. Аллах, спектакль превзошел все ожидания. Это значит, он не раз еще появится на сцене. И это прекрасная возможность для тех, кто еще не успел посмотреть сценическую постановку. «Свет мой, зеркальце, скажи» можно будет посмотреть до конца года в Театре юного зрителя. Медина Мударова, Магомед Абраханов, Вести, Чеченская Республика. Росгвардейцы регулярно принимают участие в донорских мероприятиях. В День Героев Отечества они также присоединились ко всероссийской акции «От сердца к сердцу» и сдали кровь для лечебных учреждений региона. Подробнее в нашем следующем сюжете. В день праздника Героев Отечества сотрудники Росгвардии проявили свою благородную инициативу, приняв участие в акции по сдаче крови под названием «От сердца к сердцу». Этот день стал не только данью уважения подвигам героев, но и возможностью внести свой вклад в спасение жизни людей. Наше учреждение очень давно, на протяжении многих лет, сотрудничает с управлением Росгвардии. И, пользуясь случаем, я хочу высказать слова благодарности, поздравить, во-первых, их с этим замечательным праздником и сказать им слова благодарности за то, что они принимают участие вот в таких крупных донорских акциях, которые помогают нам создать запас крови и отпускать кровь в лечебные учреждения, там, где находятся люди, которые больные, жители нашей республики, которые в этой крови нуждаются. Сдать кровь и помочь тем, кому это необходимо, прибыли более 60 человек, среди которых были как опытные сотрудники, так и молодые новобранцы. Каждый из них осознавал важность своего поступка и значимость донорства. Чтобы сдать кровь, донору необходимо пройти следующие процедуры. Первое и самое главное – изъявить собственное желание подписать согласие на обработку персональных данных. Далее пройти осмотр в первичной лаборатории, проверить гемоглобин, давление и наличие болезней. После, если нет никаких отклонений, идти на кровоотдачу.
С 2004 года ежегодно в течение 20 лет Сайхан Альтемиров сдает кровь и является почетным донором. Он признается, что его главная цель – это быть полезным своему народу всем тем, чем он может. Сотрудники Росгвардии, обладая высоким чувством ответственности и патриотизма, показали, что готовы поддерживать не только порядок и безопасность в стране, но и заботиться о здоровье граждан. В этот день они стали настоящими героями не только на службе, но и в жизни, продемонстрировав искреннюю заботу о других. Участие в таких мероприятиях не только помогает спасти жизни, но и укрепляет дух единства и взаимопомощи в обществе. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В столичном дворце спорта состоялся День открытых дверей по катанию на коньках. Праздник организован Министерством по делам молодежи совместно с ГГНТУ. Более 50 школьников провели день, наслаждаясь атмосферой веселья на льду. Ребята смогли вдоволь бесплатно покататься, а также увидеть показательные выступления юных спортсменов хоккейного клуба «Ахмат». Цель сегодняшнего мероприятия заключается в первую очередь в пропаганде здорового образа жизни. Наша цель – популяризировать такие объекты для того, чтобы наша молодежь понимала, что в нашем регионе есть все условия для социальной адаптации, для выражения своих каких-то чувств, эмоций, не просто выходить на улицу гулять, но в том числе записываться в такие кружки. Мало кто знает, что у нас есть своя юношеская хоккейная команда. Ну и, конечно же, это социальная адаптация, потому что это очень важный аспект для нашего подрастающего поколения. Мы уделяем этому большое внимание. Сам каток функционирует на базе ГГНТУ и занимает площадь 800 квадратных метров. Он соответствует всем современным требованиям и оборудованию необходимой инфраструктуры, включая холодильные установки. Мы работаем каждый день с 7 до 11 ночи. Мы каждый день обслуживаем, каждый день заливка, чистим лед. Условия раздевалки и женские, и мужские для массового катания. Качественные коньки. У нас еще есть заточка для коньков. Неделю раз-два затачиваем коньки. Все условия для катания есть. В Грозненском государственном техническом университете реализуется акселерационная программа «Новые горизонты». Она направлена на поддержку молодых команд, способных реализовать высокотехнологичные проекты мирового уровня, которые впоследствии выйдут на рынок больших стран. Подробнее о программе в нашем сюжете. Проектная деятельность играет все более важную роль в современном мире. Она требует планирования, расстановки приоритетов и разумного использования ресурсов. Молодые умы бесспорно не остаются в стороне, имея возможность развить свои таланты и потенциал через эту активность. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете прошла акселераторская программа поддержки проектных студенческих работ «Новые горизонты». Ребята представили интересные проекты, направленные на решение самых разнообразных проблем. Гайсаева Амина вместе со своей командой представила интересный проект под названием For Creative. Он подразумевает под собой онлайн-платформу, на базе которой молодые художники смогут выставлять свои работы и творческие услуги. Это поможет раскрутить креативных ребят и обеспечить им рабочее место. Очень много художников, которые просто не знают, как продвинуться. У них есть талант, они умеют рисовать, и у них, в принципе, большие возможности, но они не знают, как этим пользоваться. Вот, наш проект должен помогать людям себя продвинуть себя и свой творческий бизнес. 60 студенческих команд приняли участие в акселераторе. В каждой команде от 4 человек, занимающих важные позиции – дизайнер, разработчик, спикер и экономист. Приглашенные жюри уже потенциальные спонсоры, которые рассматривают лишь самых лучших. В каждом зале работают от 9 до 10 экспертов. Это представители министерств, это представители бизнеса, фондов, различных организаций. То есть мы постарались собрать сегодня на наше мероприятие большое количество экспертов в различных областях. Сегодня команды получат обратную связь от экспертов.
Критерии оценивания жюри объективны и понятны, но в особенности судьи выделяют реальную ценность, которую закладывают в свои работы молодые умы. Я был немного жестким в критике их проектов, но я считаю, им это нужно для того, чтобы максимально быстро приземлиться и понять, откуда реально берется социальное богатство, социальное процветание и так далее. Программа «Новые горизонты» дает студентам в первую очередь возможность саморазвиваться. Также представители лучших практических работ получат перспективную работу и возможность дорабатывать свои проекты в условиях современных студий. Подобные программы мотивируют студентов на новые свершения, воспитывают в них самостоятельность и целеустремленность, навыки, жизненно необходимые для благополучной жизни. Милана Хабибулаева, Магомед Басаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.